Миндзянский университет развернул систему слежения за принадлежащим к этническим меньшинствам студентами. Ее используют, чтобы учащиеся не соблюдали Рамадан, пишет Докса со ссылкой на отчеты проектов закупок. Китайская компания-поставщик систем безопасности Hikvision признала, что в 2022 году выиграла тендер на развертывание в КНР проекта «Умный кампус». Его стоимость оценивается в $9 миллионов. Система Hikvision предупреждает администрацию о случаях, когда студенты придерживаются поста во время Рамадана. Оповещение – часть более широкой системы наблюдения за студентами из числа этнических меньшинств. Умный кампус отслеживает, какие книги берут обучающиеся, их предпочтения к местам отдыха, семейную информацию и многое другое. Проект развернули в декабре 2022 года в Миндзянском университете китайской провинции Фуцзянь. Там обучаются около 16 тысяч студентов. В ноябре текущего года Hikvision заверила, что якобы исключила функцию оповещения о Рамадане из соображений защиты прав человека. Однако правозащитники подвергают сомнению данное утверждение, так как создатели не предоставили на то никаких доказательств. Плательщиком тендера выступило правительство Фуцзянь. Из документов следует, что система будет автоматически отправлять администрации уведомления о студентах, подозреваемых в голодании во время Рамадана на основе записей об обедах обучающихся. Китайские власти легко отслеживают этническую принадлежность, поскольку эта информация содержится в удостоверениях личности резидентов. Документ необходим для многих видов деятельности, включая поступление в вузы. Напомним, что в 2014 году правительство КНР запретило уйгурским государственным служащим соблюдать Рамадан. Кроме того, уйгуры массово помещаются в так называемые лагеря перевоспитания. Власти страны сносят мечети и перестраивают их в более китайском архитектурном стиле. Все эти действия являются частью широкой кампании руководства Китая по подавлению ислама под предлогом борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В Китае мы не можем так ходить в платье, и мы не можем так сохранить свои веры. Они не хотят, чтобы мы жили там как мусульмане.